Сдаю двухкомнатную квартиру с мебелью в центре Магаса с евро-ремонтом и с арендной платой от 4 до 8 тысяч рублей в месяц. Объявление с такими сказочно выгодными условиями заинтересовало и нас. Звоним по указанному номеру с целью найма, заодно и проясним, в чем подвох. Я сам сейчас в Магасе нахожусь, готов сейчас подъехать. Хорошо, вы с агентством готовы работать? У нас просто еще дополнительная комиссия оплачивается, она составляет 5700. То есть договор с агентством у нас заключается сразу же, так как третьим лицам показ не осуществляется. Дистанционно, да, заключаем? Ну, то, что смотрите в городе, все работает дистанционно, ведется по Магасу. Правильно понимаю, вот я оплачиваю, потом мы встречаемся и мне показывают квартиру. Встречу с собственником, да, назначаем, контактные данные предоставляем. С паспортом, с квитанцией уже подъезжаете. Для предварительного оформления сделки требуется оплатить услуги риэлтора. Далее, следуя из обещаний человека, назвавшегося нам риэлтором, с клиентом, то есть с нами, свяжется менеджер компании и познакомит с собственником. И таких объявлений на различных интернет-сайтах множество. Жертвами подобных нехитрых махинаций в основном становятся те, кому срочно нужно жилье, или те, кто стеснен в финансах. На уловки попадаются даже грамотные и юридически подкованные лица. Зачастую злодеи предоставляют документы: ИНН организации, основной государственный регистрационный номер, расчетный счет и прочее. Как правило, на сайтах сети интернет размещаются фейковые фотографии о продаже либо сдаче в наем жилых помещений, которые клиентов привлекают своей низкой ценой. Соответственно, как правило, злоумышленники действуют следующим способом. Убеждают свою жертву, входят к ней в доверие и заставляют заключить договор путем перевода предоплаты. В дальнейшем происходит так, что человек отправляет деньги и ждет ответа от компании, которая обещала ему связаться с представителем в том или ином регионе. Любые операции, связанные с наймом или продажей через риэлтора, должны быть прозрачными, рассказали в агентстве недвижимости «Этажи», являющиеся номер один в России среди компаний, оказывающих риэлторские услуги, и не только. Сотрудники компании делятся: грамотно составленный договор аренды жилья поможет избежать обмана со стороны мошенников. Никаких денежных переводов дистанционно этот процесс не требует. Любая оплата производится только постфактум. Никаких задатков у нас нет, только сначала мы оказываем услуги, мы заключаем договор агентский с нашим клиентом, далее мы уже начинаем оказывать услуги, предоставлять, то есть либо мы делаем рекламу, либо мы сами ищем клиентов. Там у нас также есть база покупателей и база продавцов, можем посмотреть по нашей клиентской базе. Поэтому для начала только агентский договор, затем это закрепляется актом осмотра, то есть акт осмотра самого объекта недвижимости. Далее мы уже готовим, если клиенты уже все, они согласны на сотрудничество, скажем так, дальнейшее, то далее мы уже готовим договор, основной договор аренды недвижимости. Это гарантирует безопасную сделку? Да. Договор найма устанавливает права и обязанности сторон, порядок оплаты и сроки. При нарушении документа наниматель сможет защитить свои интересы, делятся сотрудники агентства недвижимости «Этажи». Более того, в целях безопасности и защиты прав своих клиентов сотрудники компании проверяют документы арендодателя на право собственности. Даже если это простая аренда, сдача квартиры, то есть мы не работаем с собственниками, например, родственник пришел, там это квартира моей мамы, там моего папы, дяди, знакомого, то есть это моя квартира, но оформлена на другого человека. Пока мы не увидим этого собственника, не подпишем с ним агентский договор, мы с ним не работаем. То есть максимально мы проверяем. После того, как мы видим документы, у нас есть юридический отдел, который полностью проверяет всю документацию, и только после этого мы работаем с этой недвижимостью. Только
с проверенной, с чистой квартирой, с чистой там недвижимостью, будь то дом, квартира, неважно, да, то есть только с чистыми объектами мы работаем. Сотрудники агентства консультируют и сопровождают клиента с момента его заинтересованности и до успешного заключения сделки. Такой подход обеспечивает финансовую безопасность клиентов и привлекает в агентство все новых людей. Ну, видите, как бы человек тоже сам может попробовать, но обращаясь сюда, покупаешь ты, продаешь, ты снимаешь в аренду или сдаешь в аренду, да, а тут тебя сопровождает риэлтор, то есть тебе привязывается конкретный менеджер, который сопровождает тебя там на этапах, на всех этапах этой сделки. И это удобно тем, что с тобой работает компетентный человек, и ты можешь не бояться, что где-то что-то ты упустишь. И обманут. Да, в том числе. Случаи мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в регионе участились. В основном граждане попадаются на уловки аферистов, которые представляются работниками банка. Настоящий сотрудник не будет вам звонить и выманить у вас какие-либо коды, узнавать у вас, совершали какие-то операции. Он об этом будет знать. Но, как правило, 99,9% ни один сотрудник не будет вам так звонить и рассказывать про такие случаи. Если же человек предлагает, говорит, что по вашей карте проходят какие-то мошеннические действия, предлагает получить, взять кредит, да, обратиться в банк, либо перевести имеющиеся у вас на банковской карте денежные средства, то сразу можно понять, что это мошенники. Ни в коем случае никакие коды сообщать, никакие данные, и тем более категорически переводить какие-либо денежные суммы не стоит. Сотрудники правоохранительных органов также призывают не делать покупки в сомнительных интернет-магазинах, не попадаться на уловки мошенников-брокеров. Как правило, такие преступления трудно раскрываемы, так как на поиски злодеев уходят месяцы. За прошедший год, да, у нас мошенничество, данные виды у нас зарегистрировано около 160 преступлений. То есть это для нашей республики это очень много, да, но несмотря на это, несмотря на такое большое количество регистраций, у нас довольно-таки мы активно продвигаемся по данному направлению, и около 30-40 преступлений уже раскрыто, направлено в суд, и в настоящее время тоже на стадии расследования находятся уголовные дела, которые в дальнейшем также будут направлены в суд. Ну и информация для тех, кто думает заняться пассивным доходом. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверия, карается российским законодательством. Срок лишения свободы, между прочим, до 6 лет. Адам Мережков, Хамзат Халухоев. Новости 24.